Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Андрею 21 год. Лидерские качества, инициативность, целеустремленность, как рассказывает молодой человек, он развивал в себе еще будучи школьником. Сегодня он студент Российского университета и является руководителем общественного движения «Народное действие», которое было создано в Рыбнице. Реализуя различные социальные проекты, молодой человек уже известный в городе общественник. О том, как можно реализовать свои идеи, сплотить таких же инициативных людей вокруг себя, о возможностях, которые открываются перед теми, кто занимается волонтерством. Смотрите в нашей передаче. Молодежь. Какая она? Во все времена молодые люди от 15 до 35 лет рассматривались как самая инициативная, динамичная и предприимчивая часть населения, у которой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. Чтобы раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, ярко проявить себя в государственной и общественной жизни сегодня, как и в любое другое время, молодые люди должны быть инициативными. Один из героев нашей передачи, рыбничанин Андрей Чорба, активный молодой человек, сумел сплотить таких же инициативных людей вокруг себя. Одному человеку трудно что-либо сделать, а когда это уже инициативная группа, и эта инициативная группа имеет какую-то организационную форму, то уже гораздо легче работать даже вот с органами государственной администрации. Потому что если ты приходишь и говоришь, я инициативный гражданин, то шансов меньше. А если вы приходите и говорите, что мы вот общественная организация такая-то, занимаемся тем-то и тем-то, то шансов на то, что вы будете услышанными, конечно, больше. И решили, что все-таки необходимо придать какую-то организационную форму. Выбрали форму общественного движения, она как бы самая, как бы это лучше сказать, менее трудоемкая, не нужно документы оборота с Минюстом вести, с налоговой и так далее. Ну и в принципе это очень подходящая форма для работы именно вот таких вот молодежных команд. Благотворительные и экологические акции, открытие уличной библиотеки, установка урн, открытие памятника. Молодые инициативные рыбничане из общественного движения за год работы реализовали не один интересный проект. Ну, в общем, мы стараемся реализовывать проекты, которые носят именно практический характер. То есть нам бывает такое, что приходит с предложением, типа, давайте организуем там велопробег памяти кого-то, давайте организуем там спортивные соревнования. Это как бы все хорошо, оно требует, конечно, мало средств и больше организации, но это то, что прошло и забылось. Мы все-таки стараемся уделять внимание проектам, которые будут существовать и после нас. Быть всегда на связи, оперативно реагировать, находить разнообразную информацию. Доступ ко всемирной сети интернет помогает и рыбницким активистам. Чтобы обсудить возникшую идею, достаточно оказаться на созданном форуме в социальной сети. Там ребята приходят к общему решению. У нас это происходит в основном в интернете. Если появляется что-то на уровне идеи, мы это обсуждаем, обговариваем. А если она оказалась хорошей, мы ее доводим до совершенства и реализуем с помощью людей, с помощью активистов. С каждым новым реализованным проектом к общественному движению присоединяются новые участники. Когда была акция в Фопенко в детском доме, Андрей искал волонтеров. Я решила откликнуться, мне это было интересно. И так получилось, что и дальнейшие проекты тоже вызывали такой интерес. И сама организация, и это движение просто вызывает, не знаю, уважение и желание какое-то действовать. И вот я решила и дальше участвовать. Сегодня в общественном движении более 20 человек. Руководитель организации уверен, что со временем движение численно расширится. Наверное, главный критерий то, что мы совсем недавно стали работать, и то, что мы пока еще малоизвестны в городе. Думаю, что это главное. Ну и надо просто таких людей искать. Это вот трудно найти их, потому что я уверен, что они наверняка есть, но либо они не знают, где мы, либо мы не знаем, где они. В этом главная трудность. О том, что большие города собирают все лучшее, но рождала гениев именно провинция, сказал когда-то известный российский искусствовед и культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев. Тем не менее, часто можно услышать мнение о том, что в мегаполисе реализовывать себя легче. В маленьком городке практически всегда возможности ограничены. Мы решили узнать на улицах Рыбницы, что думают горожане о молодежи. На мой взгляд, не вся молодежь. Есть очень много молодых людей, инициативных, организованных и пытающихся быть лидерами. Я не буду называть конкретные имена, я скажу, я работаю в гимназии, я работаю с этими детьми.
Вот наши ребята, начиная с 9, 10, 11 класса, они вот становятся очень активными и, вы знаете, пытаются принимать участие в социальной жизни, быть лидерами. Наверное, нет. Почему? Ну, инициатив незаметно как таковых. Я думаю, что у нас все-таки молодежь больше пассивная, чем активная. А в чем причина, на ваш взгляд? Вот что могло бы сделать государство, чтобы молодежь стала более инициативной? Или что молодежи самой нужно делать? Тут тяжело, конечно, ответить на такой вопрос, но опять же, наверное, стимулировать, чтобы тоже государство помогало, условия, чтобы были для той же молодежи чем-то заниматься, проявлять ту же инициативу. Учитывая, опять же, текущее состояние, заработка и все остальное, как-то тяжело проявлять инициативу. Почему-то мне так кажется, что все-таки сейчас молодые люди более инициативны, чем раньше. Создается много разных сообществ. Почему-то кажется, что все-таки более инициативно себя проявляет. А как вы считаете, у нас молодежь в городе Зарыбница инициативна? Молодежь спрашиваете? Ну, не знаю, я тут находиться не хочу. Почему? А смысл тут сидеть? Работы нету, перспектив никаких нету. Я сейчас уезжает все. Я вот недавно с Польши приехал, мне там все нравится и еще раз поеду. Не заинтересованы они ни в чем, и никто их ни в чем не заинтересовывает. Это причина, да? Я думаю, что да. Еще? А что можно сделать государству, чтобы все-таки молодежь оставалась в городе, чтобы молодежь проявлялась? Работа, Как дать минимум возможность рабочие места дать. молодежи зарабатывать. Потому что они все хотят быть самостоятельными. А это все деньги. А деньги – работа. В нашем городе молодежь инициативна. Смотря в чем. Ну, вы знаете молодых людей, которые проявили свою инициативу и реализовали как-то ее, и они об этой инициативе знают в городе. Но есть у нас, конечно, инициативные группы молодежи. Тот же Андрей Чорба со своей командой. При школах, при ЦДЮТ, знаю, есть организации молодежные. В Рыбницком филиале ПГУ. Знаю, организовывают много акций, много мероприятий проводят, участвуют в общественной жизни города. Но все равно не хватает такого единства всех этих организаций, то есть нет взаимодействия между ними. Хотелось бы, чтобы они как-то консолидированно действовали и решали более глобальные задачи. Но это, наверное, уже власти города должны на них обратить внимание и как-то их собрать, организовать и обозначить какие-то перспективы, цели для их дальнейшего развития. Молодежь всегда была и остается в центре национально-государственных интересов. Положение молодежи в обществе, ее инициативность зависит не только от активной жизненной позиции, но и от поддержки молодежных инициатив государством. Как показывают события даже сегодняшнего дня, молодежь все-таки воспитана в патриотических ценностях. Я думаю, что в настоящее время со стороны государства, а также общественных организаций приднестровских различных направленностей проводится большая работа. Я думаю, что проводя ее качественно и уделяя внимание, что и делается в лице руководства республики, в лице исполнительных органов власти на местах и законодательных органов различных ветвей власти, я думаю, что эта работа, если она будет проводиться качественно, она принесет свои плоды. О молодежных инициативах, о волонтерстве, интересных реализованных проектах нам расскажут гости, приглашенные в центральную студию канала Регионала города Кишинева. И с нами на связи представитель Министерства образования, культуры и исследования Республики Молдова Ион Доня и член Европейского форума молодежи Дору Курошу. И у нас к вам такой вопрос. Что сегодня делается в Молдове для того, чтобы молодежь была инициативной? Чем и как их мотивирует государство? В первую очередь, благодарю за приглашение. Несомненно, в плане молодежной политики проводится очень большая работа. Но для поддержки молодежи недостаточно только лишь участия государства. У нас есть немало программ национального масштаба, которые предполагают активное участие молодых людей.
в том числе и в принятии важных решений. И в тот же момент предоставляют определенную поддержку организациям гражданского общества в вопросах активного вовлечения молодежи в общественную жизнь. Существует несколько программ национального уровня, в том числе ежегодная программа грантов, которая посвящена поддержке общественных организаций с целью проведения и осуществления ими активной молодежной политики. Еще одна не менее важная программа оказывает поддержку районным и муниципальным молодежным советам, чтобы молодые люди могли принимать реальное участие в принятии тех или иных решений, наряду с представителями местной административной власти. Также существует программа, призванная усилить участие молодежи на местном уровне, как на уровне административной власти, так и на уровне общественных организаций частного сектора. Речь идет о программе «Капитала Тенеретилуй», в рамках которой молодым людям предоставляется возможность непосредственного участия в общественной жизни не только в Кишинеу, но и в районах. А что не делается в контексте этой темы? Есть много моментов, требующих улучшения, и в то же время нужно развивать определенные механизмы и в первую очередь решить вопрос финансирования. Так как молодежная сфера на всех уровнях, от местного до центрального, не обладает достаточной финансовой поддержкой, на которую рассчитывают молодые активисты и общественные организации. Наряду с этим остро стоит вопрос о нехватке молодых людей, готовых посвятить себя этой работе. Поскольку у нас не так много профессионалов, которые умеют работать с молодежью, привлекать их к участию в общественных процессах. К тому же, зачастую молодым людям и молодежным организациям не хватает настойчивости, чтобы в своей повседневной работе обращаться за помощью к представителям местных властей, частного сектора, другим представителям гражданского общества. А что, по вашему мнению, господин Доня, нужно сделать? Существует множество задач, требующих решения, как на национальном, так и на местном уровне. Нами были организованы множество встреч с представителями местных административных органов, местных молодежных центров и советов. К сожалению, ощущается недостаток поддержки со стороны местных властей. К тому же, она не всегда оказывается достаточно профессиональна. Одно из требований молодежных деятелей заключается в том, чтобы вопросы молодежи были переданы в ведение профильного министерства, которое выработает четкую политику в этой области. Это финансирование, профессиональная подготовка сотрудников, аккредитация услуг для молодежи, продвижение и признание волонтерства на всей территории страны. Пора принимать меры на центральном уровне, поскольку, как я уже говорил, тех механизмов оказания помощи, которые предоставляются на местном уровне, недостаточно. Господин Доня, вы работаете с молодежью. Уже знаете, насколько они талантливы, какие у них инициативы, какие идеи. Расскажите нам об этом. Таких инициатив очень много, которые организуют сами молодые люди на местах, молодежные организации, и зачастую они проводятся в сотрудничестве с международными организациями. И первое, что вспомнилось, это программа «Молодежный фонд», которая поощряет в первую очередь персональное развитие молодых людей, их активное участие в жизни сообщества, в волонтерском движении. И, наверное, самое главное в данной программе – это фандрайзинг, привлечение внешних ресурсов со стороны общества, частного сектора, примарии, с помощью которых молодые люди претворяют в жизнь свои идеи. Плюс к этому они получают поддержку и наставничество со стороны молодежных организаций, осуществляющих реализацию программы «Молодежный фонд». Министерство также принимает участие в этой программе. Это Европейский фонд на территории Республики Молдова. На территории страны имеется 8 фондов, очень действенных и результативных, все инициативы которых исходят от молодых людей, а не продиктованы властями или молодежными организациями. Подобные инициативы мы стараемся проводить и в других местностях. Кроме того, я упоминал ежегодную программу грантов, посредством которой предоставляется помощь молодежным организациям, в том числе и тем, что выдвигают различные проекты. С помощью этих проектов осуществляется финансирование инициатив на местном уровне, и они также реализуются молодыми людьми. Это могут быть различные волонтерские мероприятия или экологические программы. Существуют и такие проекты, где молодые люди предлагают идею развития бизнеса, и благодаря финансируемым нами программам они получают консультацию и помощь. Как разработать бизнес-план, как его реализовать, как просчитать его выгоду, чтобы они могли осуществить свои мечты.
o propun. În așa măsură ca, nu știu, ei să-și vadă anumite vise, hai să spunem, realizate. Если говорить о проектах, то несколько лет назад ваше министерство инициировало такой проект, как «Столица молодежи». Расскажите немного более подробнее об этом проекте. Да, проектul Capitala Tineretului, eu cred că devine un proiect de проект succes. «Капитала Тинеретулуй» увенчался успехом. В рамках этого проекта или программы нам удалось привлечь большое количество партнеров в масштабе страны. Речь идет о партнерстве на центральном уровне, таком как министерство, донорские и молодежные организации, все структуры, в чьи полномочия входит реализация молодежных программ на местном уровне и поддержка инициатив на местах. На самом деле, идея создания проекта «Капитала Тинеретулуй» ведет свое происхождение от Европейского молодежного форума и имеет довольно широкую концепцию. Речь идет о региональном развитии республики. Мы предлагаем осуществлять инициативы на местах, чтобы деятельность не была сосредоточена лишь в Кишинев и еще в 2-3 крупных городах на территории Республики Молдова, а могла осуществляться и на местном уровне. У нас было несколько городов, в которых проводилась программа «Капитала Тинеретулуй». В 2011 году Унген, в 2012 Кахул, в 2013 Яловень, в 2014 Синджирей, в 2015 Сорока, в 2016 Яловень и в 2017 году, впервые в истории проекта, программа проводится в сельской местности. Речь идет о селе Варница, после чего в 2018 году снова вернемся в Кагул. Хочу уточнить, что Варница получила титул молодежной столицы 2017 года. Это новшество с разных точек зрения. Во-первых, это сельская местность. Во-вторых, это позволяет вовлечь молодых жителей левобережья, потому что мы не располагаем инструментами для привлечения левобережной молодежи в программы, инициированные правительством. И в-третьих, мы смогли убедиться, что в селах, таких как, к примеру, Варница, местная молодежь зачастую проявляет больше энтузиазма, чем жители городов. Наверное, это объясняется ограниченными возможностями сельской местности. И когда им предоставляется возможность принять участие в реализации каких-то проектов при поддержке министерства или других партнеров, они проявляют высокую заинтересованность. Что касается вопросов финансирования, то мы в течение последних 2 лет практически превышаем сумму в 1 миллион леев, которые предоставляются из бюджета Министерства молодежи и спорта. И эта сумма может вырасти в зависимости от качества проектов, выдвигаемых на местном уровне. Еще один важный аспект. Когда проект «Капитала Тинеретулуй» проводится в том или ином населенном пункте, то очень важно привлечь к нему как можно больше партнеров. Соответственно, чем больше партнеров удалось привлечь, чем больше видов деятельности развить, чем больше молодежи примет участие в этих инициативах, тем больше средств можно получить для реализации наиболее приоритетных проблем на местном уровне. Господин Доня, и наверняка у вас есть хороший пример молодежной инициативы. Хочу привести интересный пример молодежного проекта, широко известного в Молдове и реализованного по инициативе молодого дирижера, который собрал вместе около 80 молодых музыкантов и создал оркестр с 2010 года. Министерство молодежи и спорта оказывает поддержку этому оркестру, а молодые музыканты во время своих выступлений помогают в проведении различных общественных инициатив. Проект расширяется с каждым годом, но важнее всего тот факт, что главной его задачей является не только музыка, ведь на протяжении уже многих лет оркестру удается осуществлять множество различных инициатив. В первую очередь, в рамках проекта удалось привлечь молодых людей и не только из Республики Молдова, но и из других стран. Наряду с этим, их деятельность заключается не только в исполнении музыки, но и в проведении различных семинаров, тренингов и других неформальных образовательных мероприятий. Кроме того, и это очень важно в работе с молодежью, они привлекают к участию в проекте представителей разных национальностей, социальных слоев с целью воспитания толерантности по отношению к людям разных национальностей, этнических меньшинств. Вдобавок к этому каждый год методы, которые они используют для проведения различных инициатив, становятся все более разнообразными. Они проводят концерты на самых различных площадках, причем не всегда предназначенных для этой цели.
Им удается находить спонсоров, при поддержке которых вот уже второй год подряд молодые люди принимают участие в молодежных музыкальных фестивалях европейского уровня. Господин Курошу, теперь к вам вопрос. Мы говорим о молодежных инициативах. Уверена, что вам есть что нам рассказать. Чего вы достигли благодаря своей инициативности? Я не могу сказать, что все мои достижения это благодаря только мне, это всегда было благодаря своей команде. В каждой организации, где я работал, была хорошая команда, молодые люди из разных регионов, которые хотели помочь моей организации или организации, в которой я работал, чтобы развивать разные проекты или продукты для молодежи. В течение этих 6 лет, которые я был внедрен в молодежные проекты, я успел работать в организации как ISEC, которая самая большая организация для молодежи и студентов в мире. После ISEC я нашел молодежный надсовет Молдовы. Там я в течение 4 лет я был волонтером в организации. Последние 2 года я был председателем организации. И вместе с моей командой у нас получилось создавать разные проекты для молодежи. И в то же самое время вместе с Министерством молодежного спорта развивать разные проекты на международном уровне. В то же самое время для меня это было очень хорошим опытом узнавать, как или что означает молодежная политика, как можно создавать молодежные проекты, как работать с молодыми людьми и в то же самое время понимать, что молодым людям нужно, чтобы они развивались в Молдове, чтобы им понравилось жить в Молдове и чтобы они видели свое будущее тут в Молдове. Конечно, у меня был и международный опыт в Европейский молодежный форум. Но я старался, чтобы это совмещать вместе с опытом в Молдове, как председатель надсовета. Кстати, о молодежном международном форуме. Вы были первым, кто представлял Республику Молдова на международном уровне. Как вам это удалось? В этой форме, которая сейчас есть, Европейский молодежный форум, да, в первый раз был кто-то из Молдовы. Это так получилось, что был я. Ну, это был очень трудный. Было очень трудно попасть там, потому что я был как амбассадор, да, представитель всего региона. Я был как посол для региона, для 6 стран: Молдова, Украина, Азербайджан, Армения и Грузия. У нас была встреча тут в Молдове с этими 6 стран. У каждой страны был свой кандидат. Мы много в течение 3 дней обсуждали, кто и что может сделать хорошо для региона. И в конце мы решили, что я буду представлять наш регион в Европейский молодежный форум. Но это получается 2-летний опыт, где вместе со всеми 6 стран мы пытались создавать разные инициативы, которые мы предлагали Европейскому форуму, чтобы они продвигали, и в то же самое время, чтобы создавать побольше возможностей для молодых людей из стран, которые не являются еще членами Европейским Союзом. Я бы сказал, что это был очень хороший мандат и с многими результатами. И потом вы попали в Forbes. Ну, наверное, персональный результат, который я очень горжусь и приятно всегда вспоминать. В 2016 году я попал в Forbes как один из топ-30, одни из самых активных молодых людей из Европы в сфере молодежной политики. Ну, я сам не знаю, как там попал. Я знаю, что там был очень серьезный отбор. Они смотрели насчет результатов, какие результаты есть собственные, какие результаты есть в последних лет и перспективы этого молодого парня в будущем, что он может еще сделать. Господин Курошу, большинство молодых людей привыкли тратить свое время на какие-то личные нужды. Почему вы решили стать волонтером и как эта деятельность помогает вам и обществу? Я решил стать волонтером в 2009 году, когда я был первый год в университете. Мне очень понравилась идея делать что-то больше и для себя, и для общества, как студент.
Я увидел возможность развивать себя, возможность познакомиться с новыми людьми, и в то же самое время меня удивила возможность путешествовать с молодежными проектами. Так что я с первого года очень активно внедрялся в разных организациях, разные проекты, и в каждый год я находил для себя новые возможности. И так получилось, что из каждой возможности я выучил новые вещи, я познакомился с новыми людьми, и, конечно, каждый новый опыт давал мне новые возможности в будущем. Так что получилось, что я попал и в Forbes, так получилось, что я нашел для себя работу, в которой я бы хотел заниматься в будущем, как тренер, как менеджер проектов для молодежи, ну и, конечно, как специалист в разных в HR и другие разные сферы, которые мне очень понравились, которые я нашел для себя в волонтерстве. Я думаю, что волонтерство – это очень хороший опыт. То, что волонтерство – это хорошо, я думаю, что с вами согласятся многие. Несмотря на то, что в Приднестровском регионе волонтерство еще не так развито, свои примеры уже есть. Поэтому давайте прервемся ненадолго и посмотрим сюжет о том, как волонтеры помогают детям с особыми потребностями. Это живописное, красивое место многие рыбничане знают по названию ресторана «Вечерний звон», расположенного когда-то здесь. Уже много лет одна из рыбницких благотворительных организаций, обустроив территорию, организовывает здесь бесплатный летний лагерь для детей с особыми потребностями. Каждый год тут отдыхают около 40 детей. Кроме родителей, приехавших вместе со своими детьми, мальчишкам и девчонкам помогают наставники-вожатые. Около 30 человек приезжают сюда бесплатно работать. По словам волонтеров, главная награда за их труд – это радость и счастливые глаза детей, которым они помогают. Хочется принести им радость. Когда видишь это счастье в глазах, это когда они уезжают с лагерем со слезами, потому что им не хочется уезжать. И каждый год, каждое лето они ждут этого лагеря. С такой радостью, вот это, наверное, самое большое, то, что сподвигает именно приезжать сюда и приносить радость этим детям. Рима Гнатюк – волонтер с 5-летним стажем. С 18 лет она помогает детям с особыми потребностями. Чтобы заниматься волонтерской деятельностью в Приднестровье, Рима приехала из Америки. Я просто очень сильно люблю деток, и я всегда с ними работала всю жизнь. У нас очень большая семья. И мне нравится трудиться с детками, мне нравится, когда что-то с ними делаешь и видишь, как они радостные, улыбку видишь на их лица. Просто общаться с ними тоже очень нравится. И решила куда-то, просто у меня время было этим летом. Решила, почему куда-то не поехать и не потрудиться с детками где-то в другой стране. Желание приносить пользу обществу просто так, без ожидания благодарности, необходимо воспитывать в себе. Отдать дорогостоящее время и труд иногда ценнее любых других благ. Такое мнение высказывает Даниил, волонтер, проехавший тысячи километров, чтобы реализовать свою инициативу. Бывает больше ценнее отдать свое время, нежели деньги. И здесь люди, бывает, 2 месяца работают и ничего не дают. Лично мое мнение, это самое ценное. И когда есть такие люди, вот тогда страна начинает, то есть, процветать. И есть люди, которые, кажется, как изюминка общества. Я помогаю также в лагерях в Америке. И у нас была одна такая тема раньше, что мы даже платили, чтобы помочь в лагере, понимаете? Так что у нас молодежь, она более, я бы сказал, открытых. Некоторые, то есть бывают всегда люди, которые они закрыты для этого, но просто у нас культура такая, что из-за того, что у нас есть возможность давать, потому что мы чуть побольше зарабатываем, бываем 20 раз больше, чем здесь, то у нас мы видим вот это вот, и если человек, он открыт, то есть если он не думает сам о себе, то он может помогать, и он наоборот дает, особенно когда он видит это, когда он участвует в этом даже с детства, он намного больше открыт, чтобы этому раздавать и даже это продвигать и сам участвовать. Чтобы попасть в этот лагерь, работать волонтером, необходимо не только проявить инициативу. Ребята проходят собеседование и специальный тренинг. Сегодня в Рыбницком районе летний отдых детям с особыми потребностями представляет только эта благотворительная организация. В связи с особенностями экономического нашего статуса Приднестровья и в принципе Молдовы, Украины, к сожалению, еще социальный такой уровень или поддержки, обеспечения именно этого такого общественного слоя, он еще недостаточно высокий. Поэтому
Есть программы, которые обеспечивают детям летний отдых, специализированные специалисты работают, но их недостаточно. Поэтому, особенно у нас, в Рыбницком районе, и мы решили включиться в деятельность общества и добавить еще вот такую грань отдыха для этих детей. А у нас снова на связи центральная студия города Кишинева, канал «Регионал». Мы посмотрели сюжет из Рыбницкого района о волонтерстве. Господин Доня, на ваш взгляд, почему волонтерство достаточно развитое на Западе, менее развито в других странах? В целом вы правы. Но в то же время это не совсем так. Нужно различать два момента. Если мы говорим о развитии волонтерского движения, мотивационных инструментах, программных и законодательных документах, постановлениях правительства, различных регламентах, волонтерских удостоверениях, рекомендательных письмах и массе других вещей, предоставляемых волонтерам, и не обязательно молодым, мы говорим обо всех волонтерах во всех сферах деятельности, то в этом плане мы довольно высоко развиты даже в сравнении с Западом. А вот с точки зрения культуры волонтерского движения в Республике Молдова, то здесь нам не сравниться с теми странами, где существуют многолетние традиции, такими как Великобритания, США, Австралия, Австрия. Нужно иметь душевное влечение к волонтерству, готовность трудиться на благо общества и людей, принадлежащих к определенным социальным слоям и нуждающимся в помощи. Нужно обладать высокой гражданской ответственностью, задаваться вопросом, что ты можешь сделать для страны и для общества. У нас эта культура развита недостаточно. Волонтерство не укоренено в должной степени, как на Западе. Но это трудно изменить в одночасье. Это не в состоянии сделать центральные или местные власти, молодежные организации, другие структуры гражданского общества. Это произойдет со временем. Вероятно, это связано с нашим образом мышления, традициями. Вероятно, мы не до конца осознали значимость волонтерского движения, как его понимают граждане западных стран. Может быть, у нас и до 1991 года тоже осуществляли волонтерскую деятельность, но не понимали, что оказание помощи соседу или какое-то доброе дело на благо общества в своем родном городе или селе является волонтерством. Скорее всего, люди не характеризовали это как волонтерство, а просто делали добрые дела, оказывая помощь отдельным людям или принося пользу обществу. Но я уверен, что со временем на фоне переосмысления ценностей и изменения образа мышления волонтерское движение станет обычным явлением не только для определенной категории общества, но и для людей разных возрастных категорий, которые будут заниматься этим в удовольствие, бесплатно, не ища для себя выгоды. Спасибо вам большое. С нами на связи была центральная студия канала «Регионала» города Кишинева. И ее гостем представитель Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова Ион Доня и член Европейского форума молодежи Дору Курошу. Любой успех сегодня зависит от того, насколько человек был инициативным и целеустремленным вчера. Идея создать информационно-правовой центр для оказания бесплатной юридической помощи у рыбничанки Ольги Пурахиной возникла после окончания университета. Девушка собрала инициативную группу, написала проект и открыла общественную организацию «Центр Виалекс». Кроме оказания бесплатной юридической помощи, в центре реализуется проект под названием «Клуб-19». Это открытая молодежная площадка для обмена мнениями, интересными мыслями и воплощения творческих идей. Открытые лекции и дискуссии с экспертами, просмотры фестивального кино, литературные и музыкальные вечера, фотовыставки и многое другое, что заинтересовывает молодежь. Руководитель общественной организации уверена, что инициативным молодым людям в Рыбнице необходимо объединяться, чтобы знать, с кем и как реализовывать интересные идеи. У меня очень большое ощущение и такое предположение, что инициативных людей не бывает больше или меньше. Их всегда не очень много, но они всегда есть. Вопрос просто в том, чтобы они знали, где можно приложить свою инициативу. Очень часто, прям очень часто, именно вот последнее время мы слышим от людей, которые приходят к нам в клуб и с какими-то интересными идеями, они говорят: наверное, это больше никому не будет интересно, я не думаю, что стоит это делать, мне кажется, это только интересно мне одному. Но даже в тот момент, когда человек озвучивает эту идею, просто те, кто находится вот непосредственно в этот момент в помещении, говорят: да это классно, это здорово, ты хочешь сделать концерт, круто, я тоже всегда хотел концерт.
ты хочешь делать поэтический вечер, тебе кажется, что никому поэзия Есенина не интересна, то ты будешь сильно удивлен, узнав, какому количеству людей это интересно. Ты изучаешь астрономию, ты наблюдаешь за звездами, ты говоришь, что, кажется, в Рыбнице никто, кроме меня, не хочет наблюдать звездное небо. Нет, такие люди есть. Просто вопрос в том, что очень часто человеку, у которого есть какая-то идея, ему кажется, что он один. Это совершенно не так. И просто самое главное, чтобы эти люди знали, где они могут свою идею предложить и найти себе единомышленников. Мнения молодых инициативных рыбничан, которые сегодня уже воплощают свои идеи в жизнь, совпадают. Чтобы реализовать свой замысел, важно найти сторонников. Ну, вообще, люди инициативные, и идеи у людей есть. Проблема в том, что они не знают, куда с этими идеями идти. То есть у человека появляется идея, и он опять же понимает, что одному ему мало что можно сделать. А организация, куда мы можем прийти, сказать, у меня такая идея есть, давайте делать и думать, как делать, у нас мало, к сожалению. Мы вот очень сильно надеемся, что народное действие станет именно такой организацией, которая будет аккумулировать все молодежные идеи, всю молодежную энергию, направлять ее в созидательное русло. Не могу говорить о всех, но могу сказать о конкретных людях. Да, есть такие, которые пытаются реализовать себя, реализовать какие-то свои проекты, какие-то свои инициативы. Да, есть такие люди. И в том же нужно правильно это все делать. Если, может быть, человек инициативный, но у него нету поддержки какой-то. Вот такая поддержка есть как раз с общественной организацией. Молодые инициативные люди добиваются успехов не только в общественной деятельности. Идея в дуэте с целеустремленностью помогает молодым людям и в бизнесе. Тираспольский предприниматель Андрей Клименко написал проект и получил грант от программы, финансируемой Европейским Союзом «Поддержка мер по укреплению доверия», которая внедряется ПРООН. С помощью гранта Андрей запустил производство по изготовлению подвязочного канатика. Грант помог очень сильно. Мы закупили для нашего запуска сырье, закупили оборудование такое, как оргтехника, видеонаблюдение, гидравлическая тележка и многое другое, то, что необходимо для нашей работы. Грант нас поддержал очень серьезно, финансово и морально. Это был хороший толчок, желание появилось еще больше, то, что в нас поверили, то, что нам доверяют, и стараемся не упасть в грязь лицом. Сегодня предприниматель уверен, что у инициативных молодых людей есть множество шансов реализовать себя в любом регионе. Нужно лишь развивать необходимые качества. Вы знаете, я считаю, что Приднестровье ничем не хуже соседних стран. Возможности у нас существуют. Я думаю, для создания подобных проектов решающим фактором будет свое личное желание, своя личная вера. Наверное, ни больше, ни меньше. Возможности у нас есть. О том, что возможности для активной молодежи необходимо создавать на местах, говорит предприниматель и депутат Рыбницкого горсовета, которая старается ежегодно предоставлять рабочие места для молодых людей на своем предприятии. Финансовое благополучие всегда способствует инициативности, убеждена Светлана. Это очень связано. Одно с другим очень связано. Потому что, чтобы он был инициативный, он должен почувствовать свою какую-то силу. А когда у него нету ничего за плечами, что он может инициировать? Он даже не знает, куда двери открыть. Потому что у нас мало проводится работы с молодежью. Очень мало. И мы из-за своей занятости, я сейчас скажу, что самое главное, мы из-за своей занятости, мы не имеем время уделить им. А это нужно на государственном уровне обязать предприятия минимум хотя бы, от численности, предположим, малый бизнес до 50 человек, у кого численность хотя бы в год, чтобы было 2 молодых кадра. Вот тогда будет постоянный поток обновления. Молодые инициативные люди – генераторы самых невероятных и успешных идей. Благодаря им рождаются новые интересные замыслы и находят свое воплощение в различных сферах деятельности. Развивать и улучшать характер энтузиаста, как говорят многие психологи, необходимо с детства. Не мешать. Хотя бы не мешать. Это первое. И второе, что могут сделать взрослые люди, о чем бы я очень хотела попросить всех взрослых дядь, теть, у которых подрастают дети, подрастают внуки, чтобы не исключили из своего лексикона выражение типа «у тебя не получится, тебе что больше всех надо?» И все. И
тогда все будет просто замечательно, потому что мы сами заражаем наших детей цинизмом, неверием, пессимизмом. Этого не нужно делать. В обществе всегда есть инициативные люди, и если люди будут верить, дети, наша молодежь будет верить в свои силы, если им не будут обрубать крылья, если не будут ломать, если не будут внушать им, что ничего не изменится в этом мире, а от тебя ничего не зависит, они найдут тех лидеров, тех инициативных людей и сами станут проявлять инициативу, и тогда наша жизнь действительно изменится к лучшему. Я в это верю, поэтому мне хочется помогать. Мне кажется, проблема, которая существует у нас, это то, что нам с детства объясняют взрослые родители в том, что мы не в силах что-либо изменить. Вот как оно есть, так оно и должно быть. Мы простые люди, от нас ничего не зависит. Но почему-то нам всегда молодым, у нас такое, наверное, заложена природа, и это, наверное, иногда называют юношеским максимализмом, кто как. Но у нас заложено именно это вот стремление к изменениям, стремление что-то изменить, что-то привнести новое в эту жизнь. Вот, наверное, у меня появилось такое стремление, и оно по времени совпало именно с созданием школьной думы в нашей школе. Дума стала именно такой площадкой, на которой можно было что-то реализовать и что-то реально изменить. Поэтому первые 2 созыва Думы я был депутатом, смотрел, как работает система, что-то пробовал предлагать, что-то делать. И уже когда, соответственно, прошел возрастной ценз, вот тогда я попробовал себя в качестве уже кандидата в президенты. Победил на выборах и уже получил возможность реально что-то в школе менять. Ну и, соответственно, за годы моего президентства мы успели множество различных проектов в школе реализовать. Молодые люди из города Бессарабяска также активно участвуют в различных проектах и реализуют не только свои идеи, но и откликаются на предложения старших наставников. Так, поддержав идею главного редактора местного телевидения, ребята создают молодежную программу. О том, как реализовать свои задумки в средствах массовой информации, сюжет со станции БАС-ТВ. Привет, друзья! С вами я, Алина, и вся редакция «Молодежного квартала». «Молодежный квартал» выходит в эфир на канале БАС-ТВ дважды в месяц, поочередно на русском и румынском языках. Эту передачу выпускает молодежная редакция, в которую входят учащиеся из 4 школ. У каждого из них были свои мотивы для того, чтобы окунуться в мир телевидения. Чьи-то ожидания не оправдались, но те, кто стал членом команды МК, увлекся журналистикой всерьез. Молодежный квартал – это как моя вторая семья, потому что здесь я встретила людей, которые близки мне по духу. Я успела научиться многому – как снимать, как писать и редактировать тексты, как правильно формулировать вопросы и общаться с людьми. Участие в молодежном квартале дало мне большой опыт, множество полезных знакомств, хорошее настроение, позитивные эмоции. Когда я пришла в молодежный квартал, я стала более организованной, более ответственной. Мне кажется, провелась работа какая-то над дикцией, получила тоже какой-то опыт. Для меня это было очень полезно. Для меня молодежный квартал – это как второй дом, потому что после школы, если я не дома, значит на студии. Снимаю или монтирую, делаю что-то вместе со своими коллегами. Если честно, то здесь я раскрылась, смогла проявить креативность, и мне это очень нравится. Обучает, направляет и помогает молодым журналистам в создании передачи взрослая часть редакции БАС-ТВ. Одним из редакторов молодежного квартала является школьный психолог Татьяна Мыца. По ее словам, позитивные перемены, которые происходят с ребятами после нескольких месяцев работы в студии, очень заметны. Participarea tinerilor în cartierul tineretului foarte mult le dezvoltă încrederea în sine. Участие подростков в создании молодежного квартала укрепляет их веру в себя. Некоторые ребята, когда пришли сюда, были не уверены в себе, думали, что не справятся, не знали, как задавать вопросы, как писать тексты, как структурировать их и соединять с видео. Со временем они этому обучились, и что самое главное, они научились общаться, потому что если ты журналист, то должен уметь говорить с людьми, привлечь их внимание, заинтересовать, убедить дать интервью, и это очень важно для будущей профессии. Выпуск передачи в разное время поддерживался различными донорами, и все они отмечали оригинальность идеи и ее перспективность.
Я считал, что программа очень сильная и очень красивая, и я думаю, что это очень перспективная программа, и что молодежь, которая работает в этой программе, очень талантливая. Самое важное то, что команда, которая направляет программу, очень способная и опытная, и что идеи очень сильные и имеют шанс успехов. В последние полгода передача выходит в рамках проекта, финансируемого Deutsche Welle, где одним из основных направлений является повышение уровня медиаграмотности в среде молодежи. Кроме этого, мы продолжаем снимать сюжеты и на другие темы, которые интересуют старшеклассников. Новости школьной жизни, активный досуг, взаимоотношения между людьми, уход за внешностью и так далее. Без шумной, энергичной, креативной команды молодежного квартала студию БАС-ТВ сегодня даже сложно представить. Поэтому мы продолжим выпуск передачи, которую делают подростки для подростков. Сегодня инициативная молодежь участвует в самых разнообразных проектах. Достигая определенных достижений, молодые активные люди уверены, что благодаря сегодняшним реализованным инициативам им открывается перспективное будущее. Вообще мы бы хотели через 20 лет выйти на республиканский уровень, чтобы иметь отделение в каждом городе, по возможности и в селах, и чтобы действительно люди могли к нам идти со всей республики со своими какими-то проблемами, предложениями, чтобы могли и мы их оперативно решать. В последнее время очень радостно понимать, что вот все больше и больше, мы как-то все больше хочется действовать. Бездействие уходит на второй план, мы прекрасно понимаем, что мы можем что-то изменить, все, что в наших силах, мы пытаемся сделать. Мне кажется, что на данный момент должны быть просто те ребята, которые сами хотят чем-то мотивироваться и просто вот сделать доброе дело и уже быть счастливым. Инициативная молодежь есть. Именно такие молодые люди самостоятельны, практичны, мобильны и ответственны за свою судьбу. Они заинтересованы в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру. Молодежь, имеющая активную жизненную позицию и уже реализующая многие проекты, убеждена, что найти возможность воплотить в жизнь свои самые невероятные замыслы можно в любом месте. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Валерия Берняк, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.